нему применялись пытки, ногти у него почерневшие. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какую страшную правду раскрыли о нашем правительстве. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. Источник, близкий к следствию, сообщил, что блогер Абдусатор Пирмухаммадзада, задержанный еще 9 июля по подозрению в экстремизме, подвергся жестоким пыткам и под психологическим и физическим давлением дал признательные показания о причастности к экстремистской деятельности. По его словам, Пирмухаммадзада находится в подавленном состоянии, его руки и ноги почернели от синяков. Родные блогера лишь говорят, что судебный процесс над ним начнется на следующей неделе в суде столичного района Самани. Абдусатор Пирмухаммадзада, бывший сотрудник Гостелерадио Таджикистана, в последние годы был блогером и вел свой канал на видеоплатформе YouTube, где у него было около 40 тысяч подписчиков. Пирмухаммадзада 9 июля вызвали на допрос в ОМВД по городу Вагдад, и после этого родственники его больше не видели. Во время полугодовой пресс-конференции начальник УБОП МВД Хафизада сказал, что Абдусатор Пирмухаммадзада обвиняется в экстремистской деятельности и что против него возбуждено уголовное дело по статье 307 «Применение, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичное оправдание экстремизма» Уголовного кодекса Таджикистана. Санкция этой статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет. О том, что его пытали, он не говорит. На его лице нет никаких следов пыток. Недавно у него было свидание с родными. Он ничего об этом не говорил, так как во время беседы постоянно присутствовал официальный представитель. В действительности же он под многочисленными пытками был вынужден подписаться под обвинением, сказал источник на анонимных условиях. Подтвердить эти слова из официальных источников на данный момент не представляется возможным, так как ни руководство СИЗО, ни следователи об обстоятельствах дела общаться не желают. В прошлом родственники некоторых задержанных также жаловались на пытки и также в следственных изоляторах. Родственники Абдусатора Пирмухаммадзада и его адвокат говорят, что они ничего не знают о пытках, однако считают, что он признался в преступлении, вызывает подозрения. А как вы думаете, действительно ли применялись пытки в отношении журналиста? Ведь в Таджикистане это не единичный случай. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Брат Абдусатора, Абдукарим Пирмухаммадзада, сказал, что двое специалистов Минюста в своем заключении написали, что его брат причастен к экстремизму. Один из выводов этих специалистов, по словам собеседника, связано со стихотворением «Декларация революции», которое написал политолог Абдулло Рахнамо. Он поставил в социальных сетях под этим стихотворением, которое Союз писателей в ответе адвокату назвал патриотическим, лайк. В этом стихотворении есть слово «нагзат», но не в том смысле, что упоминается запрещенная партия исламского возрождения, а в смысле движения или направления. Однако власти взяли за основу свою версию, сказали Абдукарим. Другая часть касается, как утверждает собеседник, высказывания Абдусатора Пирмухаммадзада по поводу ареста Далера Имамали. Он написал: «Если Далер будет отправлен на длительный срок за решетку, для людей он будет символом героизма и борцом во имя справедливости, а также образом новой таджикской журналистики. Правительству должно быть стыдно, и власти признали эти слова экстремизмом». Абдусатор Пирмухаммадзада, бывший корреспондент радио Садои Душанбе, стал широко известен в ноябре 2020 года после публикации своего видеоролика в День президента, отмечаемого 16 ноября. Он сказал тогда, что, находясь в безвыходном положении, водит такси, но его шокировали огромные штрафы и бездарная работа ГАИ, сотрудники которой придираются к водителям по любому поводу. После этого он открыл свою страницу на YouTube и остро выступал в социальных сетях на злободневные темы. За последние 3 месяца в Таджикистане арестовано 7 блогеров и журналистов. Международные правозащитные организации и страны Запада неоднократно обращались к правительству Таджикистана с просьбой прекратить преследование, угрозы и давление на журналистов. Власти никак на эти призывы не отреагировали, что в принципе неудивительно, учитывая, какая у нас в стране власть. Как вы относитесь к пыткам у нас в стране и к этой всей ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.